Друзья, Дуслар, всем привет! И Сянмисис, это шоу «Татары пробуют понять». Меня зовут Айнур. Меня зовут Рима. И сегодня мы пробуем понять, какие же татарские клипы или татарские песни самые популярные на YouTube. Но мы это сделаем в виде игры. На самом деле я знаю ответ, я подготовил уже весь список и предлагаю сыграть Риме такую игру. Вот если ты угадаешь первое место, ты получишь 5 очков. Если второе — 4. Если третье — 3. Если четвертое место угадаешь — 2. Если пятое место угадаешь — 1. Всего можно набрать, получается, 5 плюс 4 — 9, плюс 3 сколько? 12, плюс 2, ну всего 15 баллов. Вы тоже можете играть, в смысле, параллельно. Пишите в комментариях, сколько песен вы угадали. Что я сделал? Я посмотрел 7 татарских песен на YouTube и нашел 5 самых популярных. Просто по количеству просмотров. И критерий был, чтобы песня была почти полностью 99% на татарском. Итак, Рима, давай начнем с 5-го места. Как ты думаешь, кто на 5-м месте? Я могу сказать примерное количество просмотров. Еще раз, это на момент съемки ролика. Если там сейчас после съемки видео Рима возьмет и посмотрит какой-то ролик миллион раз, или изменит результат. Итак, даже мыслей такого не было. А есть какой-то известный рейтинг этих татарских песен на Ютубе? нет, это я лично нашел и составил. Я еще мог что-то пропустить, но... Ты сам составил? Да. А вот у 5-го и 4-го места одно и то же число. Это 9 миллионов 400 тысяч. Давай начнем с 5-го места. То есть мне еще по месту надо как-то угадать? Ну, просто ты наугад бросай. Так, может, эта песня... Ну, давай так, ты можешь задавать наводящий вопрос. У тебя будет давай... Давай сделаем так, 3 вопроса можешь задать. Это ретро-песня? Это ретро-песня. Но есть но. Но есть но. Но это, наверное, то, что новый вариант смотрится. Да, часто. совершенно верно. Оно поется, ну, не знаю, там, в застольях татарских? Очень часто. Очень часто. Ойрылмагыз. Блин, ну точно. Ну, какую еще мы песню поем на свадьбах? Совершенно верно. 5-е место — это Лейна и ее кавер на песню «Ойрылмагыз». Вау! Вот смотри, еще 5-е место. А я потом скажу, кто мог быть на 5-м месте, потому что вдруг ты попадешь, не буду тебе палить эти песни. Итак, 4-е место. 4-е место. Тоже 9,4 миллионов, но чуть-чуть побольше. Первый вопрос. Это народная песня или авторская? Авторская. По-моему, авторская, но я могу путать, я могу просто не знать. Ага. То есть исполнитель вот в этом клипе, на этом видео, он живой? Да. Живой. Еще как. Еще как живой. Семья, дети там. Семья, дети. Положено, да? Ну, я такие тонкости, конечно, про певцов не знаю. Это поет мужчина или женщина? Женщина. Женщина. Вот зачем я это спросила? Прям сложно найти женщину в татарской эстраде с популярной песней, с семьей, с детьми. Кто же это может быть? Ну, давай, 3. Так, погоди. Я пока вычеркивал у себя из головы, что мужчина поет. Это, пожалуй, самый известный эстрадный исполнитель татарский, женщина, именно вот женщина. Я не знаю, бредет ли еще кто-то в голову популярнее нее, но... Ильсия Бадретдинова? Мне кажется, она популярнее Ильсии Бадретдиновой. Именно по то, что я вижу именно в соцсетях, по количеству подписчиков, по, как сказать, широте мирового татарского турне. Вот это же есть же вот это... Гузель Уразова? Да. Гузель Уразова. Мне очень нравится то, что если совпоставить там какой-нибудь Билли Айлиш там, и Гузель Уразову, у нее список концертов будет больше. Но это все будут вот районные центры Башкортостана и Татарстана, но все равно круто. И сказать тебе про очень, стыдный фан-факт. Давай. Я даже как-то заглядывала на сайт то ли Гузель Уразовой, то ли вообще их дуэты там с мужем. И они продавали даже пакеты со своими портретами. Мерч. Ты купила? Не купила я, просто зашла, удивилась и вышла. То есть не шоперы, просто пакеты. Нет, ну это полиэтиленовые пакеты. Так это же было... Помнишь, Дмитрий Гордон тоже продавал просто пакеты с собой, и они были очень популярны. Вот все мои знания об эстраде татарской. А песню я не знаю. Гузель Уразова, что она поет? Ну давай просто выкинь. Что-то про любовь. Просто выкинь, какую песню знаешь. Я не знаю ее песни. Я знаю, что она популярна. Давай дам подсказку. Там есть та-та, йонама. Кильянома? Кильсиньянома? Ну, похоже. А как сказать киль, только, знаешь, так, пожалуйста, как будто бы. Кильше янома. Да, совершенно верно. Ну, Илан, я тебя натянул, но засчитаю. Ну, давай 0,5. Это половиночка. Хорошо.
но на половину, значит, 1 балл. Итого у тебя 2 балла. Третье место. Ты же говорил за правильный ответ 5 баллов. Почему 1? Это если первое место угадаешь, ты угадала пятое. Пятое только 1. Это не самое популярное. Третье место 20 миллионов на данный момент. Вау, было 9, стало 20. Угу. То есть в 2 раза больше. Угу. Что же может быть популярнее Airl Magos? Что же может быть популярнее Airl Magos? Так, вопросы. 3 вопроса. Первый вопрос. Этот певец сейчас живой? Он живет сейчас? Я тебе сразу отвечу. Этот певец живет. Угу. Сразу на 2 вопроса ответ. Ага. Так. А песня новая или кавер? Кавер. Кавер. То есть какая-то ретро-песня. Там в названии песни есть имя? Нет. Там как бы призыв к действию. И призыв к действию как бы не делай что-то. Я вот такой дам тебе. Не делай что-то. Ты не делай что-то. Ну, просто не делай что-то. Ну, было Airl Magos уже, мы уже призывали не разводиться. Есть другая песня, где тоже есть призыв. Надо было спросить про демографию это или нет. Ладно. Так. Скорее певец. про возраст песни вообще. Про возраст? Философский такой вот. Живой. Живой. Он. Перепев. Уфтанма, что ли? Да, совершенно верно. Элвин Грей, Уфтанма. 20 миллионов просмотров. Итак, второе место. Сейчас посмотрю актуальное количество просмотров. Это 58 миллионов. Песня полностью на татарском. 58 миллионов. Полностью на татарском. Полностью на татарском. Так, первый вопрос. Мужчина поет или женщина? Женщина. Женщина поет. Угу. Это перепев или оригинал? Оригинал. И мой любимый вопрос — это живой человек? Конечно. Угу. То есть мы не смотрим, когда человек умирает, забиваем на YouTube. Это хит последних лет. Шутка. Я дам тебе подсказку. Он звучал просто из каждого утюга. Пьяла? Пыяла, совершенно верно. 4 балла твоих. Ты прям хороший подсказчик. Слушай, ну и, наконец, первое место. Первое место, актуальное количество просмотров на данный момент 62 миллиона. 62 миллиона. Кто может переплюнуть Пэла? Ну, если можно было Airl Magos переплюнуть, то... Есть вопрос? Давай вопрос задай. Сейчас. Вопрос тогда. Это старая песня? Нет. То есть новая песня? 8 лет песня. 8 лет песня. Как будто нет, что-то давно. Ладно. 8 лет. Это 2017? Ну, плюс-минус, да, вот эти года. Ой, ну все плохо тогда, я не знаю. Так, это поет мужчина или женщина? Женщина. Женщина поет. 8 лет. Это из какого-то фильма или сериала опять песня? Нет. У тебя... Давай я дам подсказку. Слова к этой песне написал... Все. Это Мин Алтын Моторщичек. Да, совершенно верно. Спасибо. Подсказка была вообще идеальная. Да, молодец, ты заработала все 15 ощупочмаков из 15 ощупочмаков. Очень хорошее знание песен, да, Алтын. Итак, пару комментариев. Есть песни, которые набрали больше здесь татарский язык. Это «Татарин». 129 миллионов я сейчас записал, но если бы я посмотрел, наверное, было бы больше. Но он не полностью на татарском, поэтому не записали. Есть еще у Иры Смелой, например, с большими просмотрами клипы, где есть вставки татарского. Например, «If you want, you can take». У Иры Смелой, у татарки. А еще есть песни, которые вот на таком хорошем 6-м месте. Давай так, ради интереса, как думаешь, какая была бы на 6-м? Вот что тебе приходит в голову? Это как где-то наравне с Airl Magos, да? Давай дам сразу подсказку. Это нарезка с выступления на шоу на федеральном российском канале. Субой Лап. Да, 8,9 миллионов. Саида поет. Да, дальше следующее, 7-е место. Это тоже, это прям вот народная песня. 8,7 миллионов. Ее просто татары, башкиры просто обожают. Туганя. Да, совершенно верно. И, наконец, такая песня, я думал, что она тоже в топе, потому что это, возможно, 6,9 миллионов, это, возможно, первая татарская вирусная песня. Татарская вирусная. Но там тоже, конечно, не все на татарском, но все равно очень много прослушиваний. Татарстан Супергуд? Да, Татарстан Супергуд. Бір, ике, үш, дүрт.
Татарстан супергуд. Римма супергуд. На все вопросы ответил, и даже дополнительные. Ну что ж, если вам понравился формат, пишите в комментариях, ставьте лайк, предлагайте еще какой рейтинг можно взять и вот поиграть в эту игру. Там, не знаю, сколько подписчиков у какой-то части татар. Не знаю, мне понравилось. Понравилось? Да. Но тебя удивило то, что все-таки на первых местах это татарка и Айгел? То есть у нас татар считается 6 миллионов. Но к тому, что есть у татарских песен потенциал выйти вообще за татарский мир. И вот сейчас, например, опять-таки башкирская песня «Хумай» это показывает. За популярность «Хумай», наверное, огромное спасибо Казахстану, казахстанской аудитории. Ну, слушай... Это они заценили, они подняли. Они очень активные ребята в социальных сетях. Это у них в основном самые такие бережные, такие экологичные комментарии. Они просто там... Что ты там, типа, неправильно по-казахски говоришь? Ты не знаешь слово «комбат»? Это отсылка Риммы на наш прошлый ролик, где мы пытались понять тюркские песни. Я выучила этот «комбат» и «симбат». Ну да. İkinci kızık момент на Бухамайжера, он добить. Им сразу дали всех этих, как это, народных, не народных, им заслуженных. Ну, не сразу. Заслуженных. Да. Заслуженных. И просто песня во всех чартах тоже, как было с Паялой. Очень крутой эффект, большой подъем, наверное, национальных языков на фоне. Ну, то есть люди видят и такие, вау, им хочется тянуться к этнике, вот, к корням, и на этом фоне очень много появилось роликов, где люди говорят, да. Хоть я татарка, мне не стыдно признаться, или наоборот там. Ну, то есть людям вот этот вот контекст того, что башкирские татарские песни становятся популярными, дает ощущение, что быть татарином или башкиром, или башкортом, как правильно назвать, как вот, сейчас положено. Это не стыдно, это, наоборот, круто. И это круто. Да, там очень много видео с такой саморефлексией и от саха, и от казахов, от узбеков. Кто-то говорил, типа, мне стыдно, что я не знаю родной язык. Кто-то, наоборот, говорил, типа, я, например, вот такой национальности, и мне не стыдно признаться. Хотя все время было стыдно. Вот. Да. Ну, там про то, что мне не стыдно признаться, что я не знаю родной язык. Но теперь, типа, мне это становится ближе, я интересуюсь этим. То есть оно вскрыло какие-то душевные какие-то моменты, раны, нашла какую-то точку больную. И в этом, наверное, есть фишка этой песни. А не в правильном там каком-то произношении или в каком-то там, не знаю, специфике там клипа или чего-то еще. Но в этом плане, конечно, хорошо выстрелила. Мне очень нравится Reels сделали, где они выступали на каком-то шоу там. И их нельзя... на шоу «Песни 2». Там, где Баста говорит, типа, голос хороший, все хорошо, но ничего не ёкнуло, типа, равнодушие полностью к выступлению, типа, иди домой. Но он не говорит, конечно, иди домой, это я утрирую. И в этом рилсе сразу нарезки, там такие Хумай, там все такие... Да, и весь мир там снимает рилсы, снимает ремиксы под эту песню, переводит эту песню. Да, хороший переход. И, на самом деле, там большой труд, потому что у нее папа музыкант, вот Руслан Север, и он известный в определенных кругах тоже диджей. Он очень много, получается, чего знает, учился. И потом плюс Ренат с группы «Аргамак», который, кстати, заявлял, что Актаныш, откуда Римма, это не Татарстан. Он участвовал в песне про это. Да, у нас же Актарская суверенная республика отдельная. И, поэтому, понятно, татары как к этому относятся. Другой, конечно, есть момент, что ребята, судя по всему, поддерживают не очень классные вещи, и это тоже вызывает определенное разочарование. Лично у меня, у казахской аудитории я тоже видел. Но все, что касательно музыкальной части, все круто. Да. Хотя мысль забыл сказать. И вот там эти куча люди много-много лет опыт набирали, как-то вот превратились в одну команду и выстрелили. Да. Угу. Все удачно совпало. Вот, на этом все, я думаю. Большое спасибо. Сау болыңыз. Рахмат бекзор. Саламат болыңыз.